Разрыв ломного сплетения и еще активно деформирующий артроз. Сказали оперировать только, операция поможет. Но меня пригласила в новую эру моя племянница Пелагея. И сегодня я, как видите, без тросточки хожу. Могу подняться по лестнице на каждую ступеньку. Раньше обеими ногами на каждую ступеньку. И спускалась точно так же. А сейчас уже лучше. Ну, потливости нет, одышки нет. И, наверное, там еще много кучи болезней оздоравливается. Спасибо всем. Здравствуйте, меня зовут Виктория. Я хочу рассказать чудесную историю оздоровления моей дочери. В 2008 году, вот летом, в жаркое время, она начала ходить в бассейн Долгун. Может, это послужило пусковым механизмом. Ну, я связывала с этим, потому что через неделю после посещения бассейна у нее пошла сыпь по телу. Сперва мы подумали, что это комариные укусы, но они не сходили. Потом я проанализировала и связала это с бассейном Долгун. Видимо, она там наглоталась чего-то, я думаю, инфекция какая-то, да? И с тех пор моя жизнь была заполнена вот этим, как излечить дочь свою, да? Девочка, ей жить, замуж выходить, да, а у нее по всему телу сыпь. Называется это не псориаз, а парапсориаз. Но иногда я даже думала, лучше бы она псориазом болела, потому что псориаз, как-то он затягивается же, да? Мажут, он затягивается, какая-то ремиссия. А у моей дочери в течение, вот сколько лет, 5-6, ни одного дня, чтобы ни улучшения не было, зимой и летом одним цветом, да, как говорят. Я лечила ее в КВД, возила на море, в НИИ в Москву, дерматовенерологии. Прекрасный институт, золотыми буквами написано, да. И мы пришли туда, я думала, вот наше спасение. Нам там не помогли. Сказали, никаких особенных анализов мы сделать не можем. Ищите, лечитесь, езжайте на море, правильно, вот, на море едете, хорошо. Но никаких улучшений не было. Я вот ждала, когда медицина изобретет способ лечения, да? И постоянно сидела в интернете. И вот в один прекрасный день я наткнулась на объявление, позвонила, это было на форуме ЕГТ «Здоровье», да? Позвонила, думаю, это врачи. А это мне очень хорошо ответила девушка, пригласила, ничего мне стала говорить, но я подумала, это какие-то врачи. Пошла туда, прихожу, и тут оказывается новая эра. Лена Москвитина дала объявление. Ну, я очень разочаровалась, честно сказать, да? Сетевой, ни врачи, ничего. Мы же больше врачам доверяем. Но как-то так она меня к себе расположила. И я ее благодарю за то, что она заставила меня взять весь комплект. 4 пыльцы и 3 бамбука. Значит, это было перед выпускным балом. Я хотела, чтобы... А там был очень чудесный результат Никиты Барашкова, да? У него очень хороший, быстрый результат пошел. И мы надеялись тоже, что через неделю вот эти болячки спадут, и моя дочка в красивом, в открытом платье пойдет, да? И начали усиленно принимать. Ой, что тут началось? Еще страшное обострение пошло. Ну, моя дочка очень выдержанная, очень спокойный, очень просто золотой ребенок. Она на меня не злилась, не бросила, не капризничала. Ну, ничего страшного. 2-й месяц еще страшное обострение пошло. Но поскольку человек существо загадочное, да, может из-за того, что было заплачено за все эти, да, мы не бросили, все до конца пропили, и вот начали петь июль, август, сентябрь, октябрь. И вот в октябре, ноябре уже все очистилось. Все очистилось. Вот этот
у меня родной дядя был врачом. И когда вот он приезжал к нам со своей этой энциклопедией, там же бывают эти картинки, фотографии, кожные болезни. Вот прямо вот такая, вот моя дочь, и я, передо мной всплывает картинка из этой энциклопедии. Просто страшно. Я вот, когда сейчас вспоминаю, я не могу не волноваться, да? Второй результат тоже по моей... Ой, сколько ее лечили, антибиотиками залечили, лямбли подозревали, чего только не давали. Ничего не помогало, абсолютно ничего. И вот то, что меня очень-очень смутило, да, что в Москве, в этом прекрасном институте, нам не помогли НИИ дерматовенерологии Москвы. Большой такой институт, научно-исследовательский институт. Так? Она еще болела ОРЗой очень часто. Сейчас она, если она простывала, это обязательно заканчивалось бронхитом. А сейчас она очень любит эту пыльцу и бамбук. Везде с собой таскает. И если что, она выпьет бамбук, все, на утро она уже здоровенькая. И сейчас она собирается учиться поехать в Корею. И она мне говорит: мама, а как же я повезу пыльцу и бамбук? Наверное, в аэропорту арестуют. Не арестуют, да? Есть, да? Она говорит: я повезу, сколько смогу, столько повезу. В Корее есть, да? Отлично. Угу. Добрый день, уважаемые партнеры. Я Надежда Буслаева. В общем, в эту новую эру пригласила меня Наталья Яковлева, мой спонсор, наставник. В общем, с сентября месяца уже у меня в роду, как говорится, да, отец, мать и старшая сестра умерли от онкологического заболевания. И мне постоянно хотелось, чтобы я искала, вроде в поисках была, что-то пить, чтобы не умереть как они. Я вообще видела, какие страдания у меня, да. И у меня в настоящее время у меня был варикоз. Был варикоз, прошло 4 месяца, вы знаете, как выглядит варикоз, и у меня эта самая картина уже как бы стерлась, ну, нету такой. И с молодости, да, у меня склера глаз, были такие большие жировики, я вообще терпеть не могла, просто... И в последнее время посмотрю, и они как бы совсем маленькие стали. Вот это моя, это самая... И в последнее время у меня такая энергия появилась. И также у меня были возрастные бородавки, очень много было на шее, да? И они исчезли, как бы сказать, значит, я молодею. Спасибо, Наталья. Добрый день, дорогие партнеры и гости. Меня зовут Анжела Алексеева. Я благодарна своему спонсору Наталье Яковлевой. Я из города Вилюйск. Ну, я сама по профессии учитель и каждый год прохожу медосмотр. И вот в очередной медосмотр мне поставили анализ тромбоцитоз. И все лето, все отпускные, то, что я заработала потом, как говорится, потратила на лечение, на бесполезное лечение, можно сказать, да? И мне выписывали вот дорогие лекарства, я выписывала лекарства из Москвы, вот ничего не помогло. Вот через 3 месяца я сдала анализы, все равно на одном месте стоит. Ничего не изменилось. И вот в один день я встретила Наташу в ноябре, и она мне предложила эту продукцию, ну это получилось как она спасательница моя. Так, и врачи меня уже хотели, уже сдали направление в город Якутск гематологу. Так, направление, врач был в отпуске, поэтому у меня там задержка была где-то на 2 недели. Там попила сосну, потом бамбук, и через неделю сдала анализы. Вначале у нас тромбоцит составляли 800. Потом через неделю они уменьшились до 600. Потом я уже поехала в Якутск, там уже сдала анализы через 2 недели.
и у меня оказалось 400, почти норма. И, ну, врачи вот удивляются, да, почему приехала, почему направили. И мне, в конце концов, назначили только кардиомагнил на ночь. Все. Так, и хочу рассказать, ну, я поверила в эту продукцию, я попробовала всю линейку, и, как говорится, только хорошее желаешь своей семье. И, как говорится, вот я лечила своего маленького сына. Ну, давала только одну таблетку сосны для иммунитета. Он не заболел ни один день. Он посещал детский садик. Муж принимал 3 месяца подряд сосну, бамбук и печень. И теперь у него анализы отличные. Он тоже учитель. Давал свои анализы, прошел медосмотр. У него 2 года ставили аритмию сердца. Сейчас у него этого нет. Песок в почках был, сейчас тоже его нет. Анализы отличные, он очень доволен. И лечила своего отца, это мой отец, Николай Никитич. Ему отрезали желчный пузырь, и эта желчь у него поразила печень и внутренние органы. И он сейчас тоже принимает сосну, бамбук, печень. И сейчас у него тоже отличные анализы. Светлана Николаевна подтвердит. У моей мамы тоже повышенное давление было, варикоз, вот она сидит. Сейчас у нее норме все. И очень энергичная. Ну, попутно я еще... Здесь у меня нет фотографий до и после. Я похудела за 2 месяца на 8 килограмм. У меня повысился иммунитет, появилась энергия, и у меня тоже был хронический цистит, сейчас я его вообще не замечаю. Так. И очень уникальный результат у моей двоюродной сестры. Ей в мае хотели ампутировать ногу. У нее атеросклероз нижних конечностей. И она врачи прям хотят ей отрезать. Она отказалась и сказала, да, что я ей предложила, сосну, бамбук попробуй все равно, может поможет. Ну, я здесь консультировалась с Наташей, потом Наташа с Леной и так далее, да, по цепочке. Ну, они не были уверены, но она все равно попробовала. И сейчас она уже работает, бегает, ходит 10 километров в день. Она очень довольна этой продукцией. Спасибо. Спонсоры новой эры, будьте здоровы, с новой эрой.